Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Что ждет вас с минуты на минуту в ближайшие часы со дня на день? Если тема вам интересна, вам интересен прогноз на самое ближайшее будущее, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть песок раскроет все свои тайны. Прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, самые любимые, лучшие в мире, я хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете в своих комментариях, лайками и донатами. Земной вам поклон. Итак, давайте же посмотрим. Я обращусь к высшим силам. Высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы. И пошлите только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. К вам явно кто-то спешит. Кто-то с правой стороны, тот, кого вы знаете, и спешит не с пустыми руками. В руках для вас что-то несет, что-то большое, объемное, ну, либо важное, да. Еще размером могут показать важное. Человек прям спешит, бежит, торопится. Встреча неизбежна. Человек то ли домой к вам придет, то ли на работу, то ли в место, где вы находитесь. Может быть, вы сейчас на даче находитесь, с чем-то спешит, не с пустыми руками. И у вас очень замечательная встреча произойдет, и у вас настроение улучшится. Прям легче, лучше, веселее себя почувствуете. Вот как-то хорошо вам будет. Вы человеку порадуетесь и тому, что этот человек вам несет, предлагает. Может быть, даже новостям хорошим порадуетесь. Ну, как-то разрядится обстановка. И вот я вижу, что вы прям с улыбкой и чувствуете прилив сил, прилив энергии. Уже жизнь такая мрачная, тяжелая. Прям душевненько посидите, либо просто душевно пообщаетесь. Так, еще какие-то острые моменты, как осколки, либо шипы, не знаю, что-то острое. Оно от вас отворачивается и в сторону каких-то людей поворачивается. Может быть, это разговоры, может быть, это обвинения, может быть, это угрозы. Может быть, еще что-то нехорошее, да? Вот оно от вас отворачивается и в сторону других людей поворачивается. Ну, тут как-то по справедливости. Здесь высшие силы вмешиваются, буквально ангелы вмешиваются. Если вам больно от каких-то слов, либо от каких-то претензий, либо от каких-то негативных действий, поверьте, ангелы вмешаются, либо уже вмешиваются для того, чтобы все эти острые моменты развернуть в противоположную сторону, да, чтобы не к вам летело, а от вас летело. Ну, можно даже сказать, что это такой вот своеродный бумеранг. Так, и еще маленький дракон и голая птица. Ну, дракон — это успех, это достижение, это прорыв, но он у вас маленький. А голая птица, на ней нет перьев, да? Нет перышек. Ну, прям такая лысенькая, можно сказать. Без новостей, либо без каких-то оповещений, да, вот какой-то прорывной момент идет. Либо вы своего достигнете, либо вас победителем, победительницей назовут. То есть вы, скорее всего, каких-то новостей ждете и думаете, ну раз мне ничего не говорят, значит ничего и не произойдет, да? Либо не происходит, либо в общем, на том же месте и стоим. На самом деле нет. Птицы не будет, да, потому что у нее нет крыльев. Ну как она долетит? Лысенькая не долетит, а бежать долго. Вот. А дракон взлетит. Маленький дракон взлетит с левой стороны. Ну, правильно, не ждете, либо будете ждать новостей, а тут сразу вот результат у вас получится.
Хороший момент на самом деле. Хоть немножко и такая нервотрепочка будет. Ну, конечно, когда ты ждешь, а ничего не происходит, конечно, нервы начинают трепаться. Ну, нервничать начинаешь, переживать. Да, дракон, вот он, видите, вот он ваш дракончик, и он залетает. А птичка, вон голенькая, лысенькая, да, не долетит к вам. Дальше, мои хорошие, здесь вот дерево. На дереве листики. И причем такие очень крупные. У кого-то это к деньгам 100% отыграется. Еще с левой стороны стрелка, видите, стрелка четко, да, показана, на вас идет. На вас, либо на вашего близкого человека. Потому что здесь у меня, видите, пара. Вот один человек, а вот второй человек. У кого-то из вас в паре очень счастливые везучие дни, да, потому что вот она, в человеке бубновая масть прорисована. И эта стрелка прям на бубновую масть указывает. Листики, ну деньги, да, придут деньги. Либо к вам, вы прям будете магнитом для денег, прям будете притягивать со всех сторон, либо большую очень сумму притянете. Либо ваш человек, с кем вы в паре. Ну, вместе в паре, да, в паре муж и жена, парень и девушка, ну, либо вместе, например, вы там с дочерью живете, либо с сыном, либо с мамой, либо с папой, да, с кем вы вот вместе проживаете, находитесь. Вот прям уже стрелка указывает, и вот кто-то пытался это дерево то ли трясти, то ли ломать, но ничего у человека не получилось. Листики крупные, стрелка на вас указала, ну, либо на вашего близкого, деньги уже где-то рядом, близко. Дальше. Женщина, как будто бы раненая. Вы кого-то ранили, вы женщину ранили. Какими-то словами, либо действиями. Ну, надо отдать должное, эта женщина сама заслужила это ранение, да, либо по-другому с ней было нельзя. Вы по-другому не могли. Может, там обнаглела, на шею садилась. Может быть, что-то от вас хотела, в чем-то вас обвиняла. Раненая с раной. И ей прям больно, и тяжело. Рана достаточно глубокая. Знаете, тут либо вас совесть будет мучить по поводу этой женщины, либо эта женщина разыграет драму, да, драматическая актриса, и она такая, вот все, мне осталось ровно 3 секунды, а это все из-за тебя, а я ведь так, а я ведь так. Значит, пожалуйста, себя не вините, у вас не было других вариантов, вы защищали себя, либо защищали свое, а она актриса. Вот вы должны знать, она актриса. Я не могу сказать, что она прям прикидывается, да, рана глубокая, серьезная, но она это заслужила. Она это заслужила, она это понимает. Вот. А вас совесть из-за нее может мучить. В общем, махните рукой, отвлекитесь, не знаю, сериальчик там с подружками. Ой, либо чем-то приятным позанимайтесь, да, не думайте о ней и не попадайте на ее эту провокацию, на эти драматические этюды. И еще лестница вам тут пока как 2 лестницы. 2 лестницы, как 2 варианта, как 2 возможности. Но одна лестница прям какая-то очень неустойчивая и маленькая, да, вот коротенькая. А вторая прям такая конкретная, капитальная лестница и устойчивая, там все хорошо. Смотрите, не прогадайте с теми вариантами, которые будут вам предлагать. Либо не прогадайте, когда вы что-то там решаете, выбираете, думаете о чем-то. Вроде как да, это лестница, их 2, но одна плохая, и на ней вы никуда не, ну, при помощи этой лестницы, да, никуда не взберетесь, не доберетесь. А вторая очень хорошая. Надо все-таки как-то поосторожнее выбирать, и выбирать лучше, правильное выбирать. Может быть, даже кого-то спросить, совет, например, экспертный взять. Не ошибитесь с выбором. 2 лестницы, но 2 совершенно разных результата будут. Так, еще я вижу, что вам удалось кого-то на крючок подцепить. Может быть, вы даже этого не хотели, не планировали, но это произошло. Вами очень активно интересуется человек противоположного пола. Прям заякорило, прям сердечко попало. Даже, еще раз говорю, если вы этого не хотели, но это уже случилось, это уже произошло.
до вас дойдут слухи, либо информация, что мужчина вами интересуется, там расспрашивал, кто вы, как вы, с кем вы, где вы. Вот, и вы такая, что теперь с этим делать? Вот жених завелся у вас, ну, либо невеста, если смотрит меня мужчина. Ну, от вас, может быть, даже ничего и не зависело. Да? Нельзя быть красивой такой, иначе мужички будут якориться. Ну, либо девчонки. Так, еще. Недовольны собой, недовольны своим внешним видом. Почему-то прям на себя будете злиться, раздражаться. Может быть, вы худели, и результата пока не видно. Либо, может, там сладкого обкушались, либо соленого, и отеки пошли. Да? Вы не поправились, у вас просто отеки пошли. Вот себя будете ругать, распекать. Знаете, самобичевание – это не то, что вам нужно. Вам нужны положительные эмоции. Вот, старайтесь себя лучше порадовать. Не поругать, а порадовать. Так будет правильно. Дальше я вижу, что кто-то из моих зрителей из себя прям такую тугую черную повязку сбросит. Знаете, вот такие даже не повязки, а вот штучки для сна, которые на глаза надевают, и типа темно становится. У вас такая штучка была очень тугая, прям вам голову надавила. И вы эту штуку с себя сбрасываете. Как же вы удивитесь тому, что вы увидите. Вы на каких-то людей смотрите и глазам своим не верите. Может быть, вы сомневались в этих людях, либо наоборот, вы считали, что эти люди хорошие, они оказались плохие. Это что-то с чем-то, разрыв шаблонов, и сложно будет, конечно, вам, особенно там в первые минуты, в первые секунды, когда правда раскроется. Не могу сказать, то ли плюс, то ли минус. Либо у кого-то будет плюс, у кого-то будет минус. Но вы на каких-то людей смотрите. Так, еще какая-то поездка. Смотрите, чтобы вас там не протянуло в этой поездке. Почему-то показывают, что вот окно открывать нельзя. Может протянуть, жарко, лето, да, вы там откроете окно, думаете, ой, свежий воздух, а протянет там ухо, глаз, не знаю, что-нибудь, шею. Надо как-то с этим поаккуратней. Лучше включайте кондиционер, если он есть. Но вот если нет, то, наверное, не очень хорошо. Может, люк в машине, да, там же люк вверху есть. В некоторых машинах есть. В общем, будьте поаккуратнее, чтобы вас не протянуло. Да, это скорее как предупреждение вам идет. Еще одно предупреждение касается какого-то приглашения от сомнительных людей, либо людей, которые вызывают сомнения. Вас кто-то куда-то будет звать, приглашать, и лучше избегать таких приглашений, потому что люди ненадежные, и явно что-то там не то. И вообще показывают этих людей как крысы какие-то. Крысы, причем крупные. Могут вас в гости позвать, а потом с вас оплату попросить. Вы же кушали, да, вы же у нас дома были, в туалет ходили. Заплатите, да. А может быть, там все у вас выспросят, а потом против вас используют. Какие-то крысы, лучше не ходить. Сомнительные люди с сомнительной репутацией, либо у вас будут какие-то сомнения, лучше послушайте свою интуицию. Еще здесь показывают свободный трон, как трон освободится. Вы можете на него претендовать, либо вам нужно на него претендовать. Смотрите, может быть, в той компании, где вы работаете, а может быть, вы узнаете, что где-то начальника ищут, руководителя. Вот, попробуйте, это хороший вариант, и мне прям так кажется, что он под вас, этот трон. По крайней мере, надо попробовать. Стесняться, бояться не стоит. Так, у кого-то прям губы будут гореть от поцелуев. Ой, нацелуетесь. Но смотрите, поцелуи могут быть как и страстные,
так и, например, это дружеские, родственные, да, может быть, с родственниками встретитесь, к ним поедете, либо они к вам приедут, и прям будете обниматься, целоваться, и губы прям горят от поцелуев. Ну, у кого-то прям страсть страстная. Это же жизнь, да, мои хорошие. Все нормально. Губы будут гореть. Дальше, мои хорошие. Какие-то вещи. То ли вы будете в магазине вещи перебирать, да, себе что-то присматривать будете, либо дома. Дома будете, не знаю, шкаф разбирать. Да, с вещами, конечно, тяжело. Да, не все нравится, не все подходит. Либо такие мысли: о, зачем я это все покупала? Кто носить будет? Да, с вещами. И еще, кстати, вещами могут показать всякого рода предложения. Предложения, которые вы будете перебирать, подбирать. Может быть, вы будете рассматривать предложения по летнему отдыху. Да, вот куда поехать, там ценники, условия, качество, да, отзывы. В общем, с вещами прям много времени потратите. Что на разбор вещей, что на магазине выбрать вещь, что на подбор, например, каких-то предложений. Да? Много времени потратите. Так, и еще что-то резко поменяется. Настолько резко, что вы даже можете испугаться такой резкой перемены. Что-то, что кажется незначительным, либо малозначительным, но что-то, что может очень сильно повлиять. На самом-то деле повлиять на вас и на ваше будущее. Опять же, это общая отсыпка. Вы у меня все разные. Перемена настолько внезапная и спонтанная, что вы аж даже немножко испугаетесь. И покажется, что ну ладно, типа не важно. На самом деле очень важно. Очень-очень важно. Костер. Мужчина пытается костер потушить, а не может. И знаете, так еще интересно показывают. Вот чем больше он тушит, тем сильнее разгорается этот костер. Может быть, он сухими дровами тушит, и тогда все понятно. Ну, а может быть, так задумано свыше, да, чтобы костер не потух. А мужчина, скорее всего, борется со своими страстями, любовью, эмоциями. И чем больше борется, тем больше любится, тем больше хочется, тем больше не может вот без вас, понимаете, не может. Очень будет нервный, дерганый и вести себя будет просто странно. А вы будете наблюдать, и вам будет весело. Да? Видите его эти метаморфозы, попытки разлюбить, попытки от вас, там, не знаю, отдалиться. Вроде убегает и тут же назад возвращается, да. Ну все, я ушел навсегда. И тут же возвращается. А может, тебе что-то надо? Может быть, ты чего-то хочешь, да. Но я сейчас кабанчиком сбегаю, принесу. В общем, интересно будет себя вести. В общем, вы будете, девочки, развлекаться. А ему прям будет очень жарко. И он прям такой весь мокрый, да. Такой, как так? Я не могу разлюбить, не могу от нее уйти, не могу от нее отказаться. Не обязательно, что вы ссоритесь, да, может быть, вы будете прощаться с любимым человеком, и он там 100 раз назад вернется, потому что не может вас оставить. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.